совещание, посвященное реализации проекта социально-экономического развития горных территорий. Вы знаете, постановлением правительства принята такая программа. И наша задача Министерства экономики и территориального развития помочь нашим предпринимателям оказать содействие для участия в этой программе. Вы видите, в последнее время проводится большая работа в этой части, оказывается различная поддержка, различная помощь, грантовая помощь, субсидируются многие проекты. Самое главное от нас, от органов местного самоуправления, зависящее это довести до населения, организовать консультативную, разъяснительную работу, как участвовать, какие бумаги готовить, что нужно делать. Помощь немаловажна, это дополнительные рабочие места, это и налоги, это и развитие предпринимательства в горной части. И наш район тоже попал в этот список. И определенная помощь будет оказана предпринимателям. Я что хочу сказать, здесь участвуют представители различных районов Южного Дагестана, наши предприниматели, наши руководители хозяйствующих сельхозобъектов. И с этой целью довести до вас, организовать с вами обсуждение по участию в этой программе приехали гости Махачкалы. Это первый заместитель министра экономики и территориального развития Светлана Хизеевна Лукадырова, председатель Общественного совета при Минэкономики Республики Дагестан Мутунов Шахмардан Сидикович и представители Министерства экономики. И я думаю, будет правильно представить им возможность довести до вас, ну и вообще с какой целью они приехали, для чего мы здесь собрались и каковы наши задачи на перспективу. Пожалуйста, Светлана Хизеевна, дальнейшее ведение. Я рада вас всех приветствовать. Спасибо за приглашение и предоставленное слово. И на вашей благодатной земле вам всего хорошего, развития дальнейшего и развития вашего предпринимательства. Ну и, как вы озвучили, у нас здесь представители еще с каких районов подъехали, хотелось бы знать. Курахский. Да. Курахский, Ахтынский, Хивский, да? Практически все, кого вы приглашали, да? И хотелось бы знать, есть предприниматели с этих районов? Есть предприниматели тоже, да? Да? Угу. Очень хорошо. Наверное, вы все слышали, что реализуется государственная программа Республики Дагестан, социально-экономическое развитие Республики Дагестан, горных территорий Республики Дагестан. Второй год она начала финансироваться, до этого не было финансирования. Целью является инвестирование в горные территории республики. То есть мы хотим через вот такую господдержку обеспечить какой-то приток инвестиций и дать импульс для развития социально-экономического развития муниципальных образований, горных территорий. Почему особое внимание уделяется этому вопросу? Это практически наша стратегическая задача органов исполнительной власти, правительства, главы республики, сохранение и развитие горных территорий. Потому что это сохранение быта, этноса, как говорится, и оголение горных районов приводит к потере культурного наследия, разрушению традиций нашего уклада. Ну и вы знаете, какой сейчас интерес вызывают наши горы. Очень большой поток туристический пошел в республику. Если бы не пандемия, наверное, было бы намного больше и туристов. Что хочу сказать по поводу реализуемой программы. В рамках нашей программы, заказчиком которого является Минэкономразвития Республики, предоставляются субсидии на поддержку, на возмещение затрат
на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство малогабаритных теплиц, на строительство логистических центров хранения продукции, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на покупку личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельхозтехники. Значит, мы, исходя из практики прошлых лет, определили эти направления и определили практически тот процент, который хотим субсидировать. Это до 50% от понесенных затрат. Это немалое, потому что предельная величина, которая предусматривается, значит, к выдаче предпринимателю, составляет 3 миллиона рублей по вот этим производствам, и на покупку личных подсобных хозяйств до 50 тысяч рублей. Это для личных подсобных хозяйств на приобретение малогабаритной сельхозтехники до 50 тысяч рублей. Предельная величина субсидирования. Что постановление принято, мы ведем широкую информационную пропаганду. Наверное, вы в сетях, значит, в средствах массовой информации знакомились с нашей программой. И до многих, до всех районов это доведена информация. Может быть, где-то до предпринимателей она не доходит. Поэтому наша задача вот сегодня как раз-таки и выезд, значит, на места является, чтобы еще раз обозначить эти вопросы, еще раз, значит, ознакомить предпринимателей с той работой, которая ведется Минэкономразвития Республики. И если есть какие-то, донести, значит, информацию о том, какие необходимо готовить документы, сложно это или не сложно. Если есть у вас вопросы, тут же ответить на эти вопросы. И, значит, основной информационный ресурс – это Минэкономразвития, официальный сайт. Если вы, значит, в интернете можете скачать Минэкономразвития Республики, вы сразу же на главной странице найдете вот этот раздел и можете ознакомиться со всеми порядками. Это первое. Теперь немножко, наверное, о практике прошлого года. Вот в прошлом году, в 2019, в участии в конкурсе на получение субсидий было подано 24 заявки с общим объемом инвестиций 65,5 миллиона рублей. По результатам отбора победителями стали только 3. Почему такая картина произошла? Значит, здесь, во-первых, 3 проекта – это по созданию гибких современных мини-перерабатывающих производств и строительству малогабаритной теплицы. Мы отслеживаем ход реализации этого проекта в последующем. Вот в этом году выезжали КП глава КФХ Магомедов Далгат Яхьявич, который получил в прошлом году субсидию на строительство малогабаритной теплицы, и он реально осуществляет свою деятельность. В прошлом году произведено 11 тонн огурцов, и сейчас идет рекультивация теплицы с целью посадки томатов. То есть это очень поддержка, которая оказана государством, она является существенной. Ну, остается дело за малым, за тем, чтобы предприниматели поверили, что действительно можно обращаться, можно получать эти деньги. Вот. Конкурс объявлен, значит, субсидии предоставляются на конкурсной основе. Конкурс объявлен с 12 августа. Мы уже принимаем заявки, и завершение приема заявок 12 октября. То есть практически остался месяц для того, чтобы, если кто-то не услышал и кто-то захотел бы заняться, то есть захотел бы получить такую господдержку,
то у вас еще есть время для того, чтобы оформить документы и обратиться в Министерство экономики Республики Дагестан непосредственно. Или, значит, также заявки принимаются в МФЦ, да, это ближайшие пункты, которые, центр, в который вы можете обратиться, и вам тоже там помогут. Значит, наши МФЦ, они тоже ориентированы, и вы можете подать заявки через МФЦ, не приезжая в Минэкономразвития. Сегодня мы взяли с собой и специалистов для того, чтобы, если будут вопросы, тут же по ходу определиться и тут же по ходу, какие документы необходимо собрать по каждому направлению субсидирования, кого какое, значит, направление интересует. Ну и телефон, горячую линию, если можете записать, 68 12 24. По этому телефону мы продолжаем консультировать и мы продолжаем, значит, ждать от вас заявок. Вот. Одно условие, которое самое существенное для предпринимателей, это обязательное условие, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, они должны быть зарегистрированы и осуществлять хозяйственную деятельность в горных территориях республики. Нашим законом определено, что именно к горным территориям относятся те, которые находятся на высоте свыше 500 метров. Поэтому вот это самое главное условие, а остальное, я думаю, у вас остальное все получится. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Светлана Хизриевна. Дорогие друзья, вам розданы буклеты. Пожалуйста, какие вопросы, какие проблемы у нас? Какова ситуация? Вы, наверное, слышали, об этом речь идет уже более 2-3 месяцев. Еще летом принято было постановление, насколько я помню. Да. И поэтому, я думаю, у нас в районе и в других районах какие-то сельхозтоваропроизводители или индивидуальные предприниматели принимают участие в этих программах на получение субсидирования. Пожалуйста, давайте открытый диалог пусть будет у нас, открытый разговор пусть будет. Какие вопросы ранее, которые участвовали в различных программах, какие проблемы у вас возникали? У нас такой возможности больше не будет. Первый заместитель министра экономики присутствует здесь. Пожалуйста, давайте открыто поговорим. Диалог между предпринимателями. И представьтесь, пожалуйста, кто, что. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, я представляю интересы ООО «Агростат», являюсь генеральным директором. 2 года мы уже работаем в этом районе, наша фирма регистрирована. Занимаемся производством продукции сельского хозяйства. На сегодняшний день, да, нам инвестировано около 70 миллионов в этот район. Это в виде системы дорог, которые покрытием, гравийным покрытием сделали около 300 километров 600 метров дороги. Воду подведено в данном участке, хотя наша территория, земля находится над уровнем моря около 1000 метров, 960 метров вернее. Туда же подведено нам электричество. Сейчас мы занимаемся в данное время. Построены нами кошара для овец, который отвечает всем требованиям современным. Также нами построена птица-ферма небольшая, около 4-5 тысяч голов будем выращивать. Также построена дом животновода, который предусмотрен 4 семьи, на 4 семьи. Также другие подсобные хозяйства. И на все это имеется у нас сметная проектная документация. Да? У меня вопрос такого характера. Предусмотрены ли на сегодняшний день какие-нибудь финансирования на данный вид работы? Это на инженерную сеть, на строительство этих вспомогательных зданий или только на выращивание сельхозпродукции? Спасибо. Это предоставление техники в лизинг. Ну, сейчас есть небольшая заминка, связанная с докапитализацией Агроснаба. Там выяснилось, что у них есть небольшая задолженность. Ну, это очень хорошее подспорье. Те, которые берут сельхозтехнику,
значит, в лизинг. Малогабаритные, маломощные и транспортные средства производственного назначения. Это если сказать по поводу по линии Дага-Краснодар. Что касается других направлений мероприятий, которые финансируются в республике, они, да, действительно есть, но они не проходят по нашей программе. По линии, значит, вы знаете, и 100 школ, и по линии местных инициатив, и по линии, значит, сельского хозяйства, да, развития сельских территорий, и инфраструктура, которая развивается в рамках РИП и в рамках, значит, тех средств, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, это уже совершенно другие направления. Мы сегодня хотим поговорить конкретно именно по нашей госпрограмме. Мы хотим именно донести до наших предпринимателей, которые сегодня присутствуют, что они могут получить господдержку вот по этим, по 5 направлениям, которые я перечислила. Они вот у вас в буклетах есть, еще раз посмотрите. Это по линии Министерства сельского хозяйства, естественно, есть субсидии на строительство животноводческой фермы и другого характера строения. Но в этой программе, учитывая, что вы находитесь на высоте 950 метров, рекомендовать можно вот перерабатывающие отрасль, вот приобрести молокоперерабатывающее оборудование, пастеризаторы, нормализаторы, там, ну, доильное оборудование, сыры, сыроварные эти. Вот это по этой линии. И можно охлаждающие и разделывающие для мяса птицы вот эти оборудования купить. Вот если это оборудование вы представите со всеми своими этими, успеете, сейчас может быть и успеете, и они подпадают под субсидирование вот по первому пункту, и 50% ваших затрат возвращается вам. Можете вот так поступить. Можно дополнить? Вы завтра на месте? Да. На месте. Мы можем к вам приехать? В управлении сельского хозяйства вы это все изучите. У вас создан консультативный отдел, где они могут участвовать по линии Минсельхоза, по линии Министерства экономики. Это все сегодня уточните, рассмотрите этот вопрос, подготовьте справку. Завтра выйдем туда и реально такой алгоритм действий, что они должны делать, подготовьте для них. Еще неужели у вас вопросов нет? Пожалуйста, Максим Владимирович, представьтесь. Аскеров Максим Владимирович, я председатель общественной организации предпринимателей района. Также я сам предприниматель. Вы знаете, у меня такой вопрос. Несколько лет назад сюда приезжал замминистр по развитию малого и среднего бизнеса, предпринимательства Дагестана. И еще представители были. Я тогда тоже задавал тот же самый вопрос, раз у нас идет такая беседа здесь своего рода, да, я думаю, эти вопросы нам нужны, нас всех касается. Я говорил по поводу вот этих грантов поддержек. Лиман-Снайский район за столько лет, вот сколько я являюсь председателем, да, вот, насколько я знаю, 1-2 человека всего получили эти гранты. Это имеется в виду, речь идет о молодых предпринимателях. Вот, там даже истребители. Здесь было дано слово, что каждый год минимум 10 человек, вот при аудитории было сказано, что будут получать. Но однако никто не получал. Лично я сам спрашивал, узнавал, никто не получил последнего. Теперь вопрос такой. Я сам являюсь предпринимателем, у меня окружной цех. На сегодняшний день в Дагестане, вы знаете, на 300 рабочих мест сейчас строится фабрика в Махачкале, обувная фабрика. И туда выделено 360 миллионов, насколько я знаю. Здесь у нас в Юждаке, здесь тоже сегодня безработица. Здесь люди, сейчас молодежь уезжает за пределы Дагестана в поиске работы. Но сегодня я знаю, здесь несколько цехов от Дербента начинаем. Но мы тоже могли бы построить огромный цех, создать рабочие места. Я поднимал даже вопрос дистанционного
занятости труда, когда я сказал, что я открываю столько рабочих мест официально, я их открыл. Это все официально сделано. Но мне сказали, что каждое рабочее место могут выделить только 13 тысяч рублей. Теперь у меня вопрос такой. На 13 тысяч рублей один станок сегодня стоит 1,5–2 миллиона рублей. Вот мне нужно несколько станков. Вот что я могу сделать вот на 13 тысяч? Значит, по поводу поддержки начинающих предпринимателей, что хочу сказать. Грантовая поддержка, которая выделялась, да, агентством по предпринимательству, они у них в рамках, значит, их программ, они в этом году, по-моему, я сейчас просто не в курсе, значит, для начинающих предпринимателей такую грантовую поддержку, это средства предусмотрены. Сейчас не могу сказать конкретно по этой теме, но что касается того, что никто не получил, или, может быть, не обращались, или были какие-то проблемы. Я лично сам отвозил людей, Да. 10-15 человек. Я на своей машине, я ездил лично, подходил к заместителям начальником отдела. Начальником отдела подходил, разговаривал с ними, подавали документы, лично бизнес-планы, когда готовили, я сам помогал при этом. Ни один человек не получил. Понятно, это в прошлом году, потому что финансирования не было. Наверное, с этим было связано. Прошлые годы, два года. Прошлый год так. Да, 2 года, да, потому что объявили конкурс, а финансирование не было открыто. Такая тема тоже была. Но по поводу активности, вы говорите, и отвезли, да, и документы соответствовали всем требованиям. Да. Вот я в своем вступительном слове сказала, что вот в прошлом году в нашу программу тоже было подано, очень большой интерес был, 24 заявки, но прошли всего 3. Почему? Потому что иногда предприниматели не обращают внимания на какие-то мелочи при оформлении документов. Дело в том, что финансирование по каждому направлению до 3 миллионов, и, значит, это бюджетные средства. Под них действительно документы, они должны быть достоверные, во-первых, да, и, значит, представлены в полном объеме. Если не представлены в полном объеме, Министерство экономики, у нас там есть срок для того, чтобы возвратить документы и доработать. Вы дорабатываете эти документы и снова отдаете, значит, через МФЦ или непосредственно в Министерство экономики, и мы после этого, рассматривая эти документы, отдаем на комиссию. Надо понимать, что, значит, лимиты бюджетные ассигнования на саму программу, они тоже лимитированы. Возможно, что, может быть, распределены были средства в полном объеме в агентстве. Сейчас за них не могу ответить. Да, давайте лучше будем задавать вопросы по нашей программе. Что касается вот обувного цеха. Сейчас есть эта поддержка действительно и обувной отрасли, и глава республики вчера рассматривал о специалистах, которые необходимо подготавливать, именно потребность специалистов для обувной отрасли. Но я обращаю внимание на то, что у нас в рамках нашей госпрограммы одно из направлений является создание, модернизация предприятий по производству промышленной продукции. Вот есть у вас цех, пожалуйста, подготовьте документы, обращайтесь, мы вас поддержим. Вот по этому направлению, значит, субсидии 50% до 3 миллионов рублей. Это хорошая поддержка, наверное, будет для вашего предприятия и хорошие инвестиции. Как вы на это смотрите? Максима Владимировича, вот здесь я вижу, вы тоже сказали, модернизация предприятий по производству промышленной продукции. Попробуйте, Максим Владимирович. И для сведения хочу сказать, как наш председатель Союза предпринимателей района, он во время пандемии переоборудовал свой обувной цех и шил 8 тысяч масок, сохранил рабочие места и подарил району и больнице города Дербента. За что ему огромное спасибо. Такой чистоплотный предприниматель, очень порядочный человек. Хочет работать чисто, открыто, честно.
Да, спасибо. Спасибо. Спасибо таким людям. Спасибо. Здесь в зале сидят многие предприниматели, которые являются грантополучателями по линии Минсельхоза. Скажите, пожалуйста, вот они получили и в этом году, и в прошлом году гранты, создали рабочие места, ведут производство. Вот это повлияет то, что они брали гранты, участвовать в вашей программе? То, что они раньше брали деньги? Да, министерство предоставляет поддержку в виде субсидий. Он обязан по межведу узнать, получали ли предприниматели поддержку именно по этим направлениям. То есть, если Да, получали, да, они да. не могут. Если получали, они не могут, да. Но если Но именно по этим направлениям. направлениям, Ну, здесь значит, могут если быть по другие. направлению не получили, они, несмотря на то, что Они же- раньше получали, могут. Они же получают по другим направлениям поддержку. Пожалуйста. Вот сельхозтехника, личное подсобное хозяйство, малогабаритная сельхозтехника. Что туда входит? Это мотоблоки, мотокосилки. Сейчас вообще-то для сенокошения, Штиль, да? да, для сенокошения сейчас от Вот у обычных нас есть перечень. коз и этих отходят, берут такие да, механизированные. Даже машины дают, автомобиль «Ларгус» грузовой, мини-трактор. Пожалуйста. Это по Генераторы, Да-да, мотокосы, это у нас по линии бензопилы. Дорогоснаба влезет. Но, значит, что у нас? Малогабаритная сельхозтехника, это это сенокосилки, наверное, да? Это сепараторы, молокоотделители, и там очень любая практически техника, которая маломощная, да, скажем, но она в подмогу в личном подсобном хозяйстве, мотоблоки. Я думаю, если где-то на 100 тысяч предприниматель купил сенокосилку, то есть ЛПХ. Сегодня есть кто-нибудь от ЛПХ? Нам бы хотелось, конечно, чтобы личное подсобное хозяйство включилось в эту нашу программу. То есть купил за 100, получить 50 тысяч обратно. Ваша сенокосилка будет стоить 50 тысяч. Это хорошее подспорье для личного подсобного хозяйства. Ну вот, Нариман Шамсудинович, может быть, вы до личного подсобного хозяйства как бы постараетесь довести, потому что сегодня нет, да, у нас представителей от ЛПХ. Есть, они Есть молчат. управление сельского хозяйства, Да, они есть держат. представители? Встаньте, пожалуйста. Поднимитесь, пожалуйста. Дайте разъяснение. Сколько ЛПХ у нас? У нас всего около 20 тысяч. Ну, а на сельхозземлях особо пока что этого учета у нас нет. Ну, где-то около 600-800 гектаров выделены уже под ЛПХ. Но нам не сказали, что сюда пригласить, поэтому не приглашали. ну, количество личных хозяйств. Количество 20 тысяч Около 20 ЛПХ. тысяч у нас. Ну вот 20 тысяч ЛПХ, надо довести до них. Они могут подойти и получить вот субсидию. Справки Да. Обязательно. справки с муниципалитета, что он это является Что он зарегистрирован как личное подсобное хозяйство. является ЛПХ, там. А КФХ не может участвовать? Могут. Перечек от магазина, да? Ну, конечно. Да, счет магазина. Светлана Счет. Анатольевна, а требования регистрации в налоговой инспекции в этом случае нет? Ну, То есть постановки какие-то учета, Нет, как юридического лица мы- нет? Просто физические лица могут представить, да? Да, конечно. Да. Да. В этом случае вот на субсидирование. Нет, в данном случае может физическое лицо Да, личное ЛПХ подсобное. Главное, представить. что он берет по хозяйственной книге выписку. Ну и значит и КФХ может участвовать. Да? Просто КФХ более солиднее сельхозпредприятие. Здесь, если позволите, Да, я дам пожалуйста. разъяснение. Да. Вот смотрите, КФХ. каким образом ЛПХ вошел в список, реестр государственной поддержки. Вы все прекрасно знаете, сельскохозяйственный труд – это особенный труд, особенная занятость.
Это люди, которые сами себя выручают, сами не только для себя производят продукцию, но и для населения, для общества производят. Но ЛПХ, они обделены государственной поддержкой во всей России. Они никакой поддержки, никакой помощи ЛПХ не получают. Это впервые в Российской Федерации. И это возникло из-за того, что мы с Шарип Исмаиловичем, первым заместителем министра сельского хозяйства, экспедиции были. Нариман Шафутинович знает, когда мы в прошлом году объехали практически очень много населенных пунктов Агульского, Кулинского, Лакского, там, в общем, мы по этой дороге вот так вот приехали и увидели в Агульском, Кулинском и в других районах тоже вот это сенокосение, это очень тяжелый труд. Дальше картофеля, посадка и выкопка картофеля, это очень серьезный большой труд. Вручную лопатами, в современном мире, молодежь особенно не может работать, они переходят на моторизированную такую технику, которая сегодня имеется. И их просьбы были, почему нас обделили таким вниманием государства, почему нам не могут оказать помощь. Попытки очень много было по другим этим программам тоже войти, чтобы включить эти личные подсобные хозяйства, но не получилось. Но удалось в программу развития, социально-экономического развития горных территорий. Это нигде нет, чтобы государственную поддержку получали личные хозяйства. Но сейчас покажет, и время покажет, и ваша активность покажет, дальше быть этой государственной поддержки или это закроется в этом году. Вот для этого как раз и продумав, что надо для личного подсобного хозяйства и 50 тысяч, и 100 тысяч, и 25 тысяч – это неплохая поддержка в начальный период. Если в этом году успешно это пройдет, в будущем эти объемы, эта государственная поддержка будет увеличена просто-напросто. Поэтому не следует сейчас вот то недоверие, которое было до сих пор и которое присутствует в людях, что бесполезно это все делать не будем. Вот Светлана Хизриевна тоже сказала, с этой позиции, с этой точки зрения Министерство экономики абсолютно справедливо, гласно, честно будет к этому вопросу относиться. И у нас единственная цель действительно оказать эту помощь личным хозяйствам. Здесь ничего личного у нас нет. Здесь есть общая программа, которую мы пробили в Российской Федерации впервые, и закон приняли по горным территориям. Учитывая, что наши горные территории особенности имеются, потому что у нас плотность сельской сети в горах огромная. Это в Европе первое место занимает Дагестан по плотности и такой расширенной такой сети сельских поселений. Поэтому мы не можем потерять просто так горы, освоенные места, прекрасные возможности. Это поэтому, для этого и сделана вся нормативно-правовая база. И сейчас эта программа получена, хотя он существует с 2014 года, эта программа получила единственно в прошлом году, потому что руководство республики поняло, что надо в конце концов производителям, жителям сельской местности, горной зоны надо оказать помощь для того, чтобы ее не покинули, чтобы они развивались, чтобы их уровень жизни поднимался. Понимаете, вот эта задача, и это вам зависит от активности местного населения. Здесь, если нет Сагульского района, если нет Срутульского района, если нет, по возможности расширьте это. У вас очень хорошее телевидение здесь есть, которые ловят многие. У вас есть другие возможности, и интернет-сети, и
просто контактное распространение информации. Поэтому доведите до всех, что чем больше людей дадут, тем больше денег выделят, тем больше людей получат эту помощь, понимаете? Поэтому я на вашей стороне. Я сейчас официально не работаю в органах исполнительной власти, я ушел на пенсию, сейчас занимаюсь общественным советом при Министерстве экономики исключительно для того, чтобы заниматься вот этим вопросом. Поэтому я очень прошу вас просто изменить свое отношение, убрать эти моменты недоверия и взяться за дело, мобилизовать людей, мобилизовать личные хозяйства, мобилизовать крестьянско-фермерские хозяйства, мобилизовать вот эти промышленные предприятия типа обуви, деревообрабатывающие у вас должны быть очень много предприятий, деревообрабатывающие, камнеобрабатывающие. В Киевском, Табасаранском районах прекрасные камнеобрабатывающие предприятия есть. Металлообработка, да, металлообработка есть. Вот, в общем, любые промышленные или сельскохозяйственные предприятия, которые решили дальше тоже, но, как было здесь отмечено, на честной основе, без жульничества, без корыстных целей, абсолютно чисто и честно подойти к этому вопросу, и точно вот такая же поддержка будет с нашей стороны. Имейте в виду, я призываю вас просто активизировать эту работу и вовремя представить материалы, документы. Если не купили оборудование, вы успеете сейчас купить. Если не приобрели технику, вы можете сейчас приобрести. Подготовьте документы, представьте, вам вернут 50% ваших затрат. Разве плохо? И это начало. Да. Может быть, эти затраты, они были произведены в прошлом году. Да. То есть и, значит, 18-й тоже, по-моему. В приобретенное 18-м году, оборудование, в 19-м году, в 20-м году. Тоже, да. Вы знаете, у нас села переселились, личное подсобное хозяйство зарегистрировано в селах, а производство находится в горной части. Вот как с ними быть? То есть вы хотите сказать, что низменная часть Ну, да, не подпадает под горную зону? Человек живет в Аминахуре и работает У там. нас район как бы Да, горный, определенная часть горная, определенная предгорная и равнинная часть. Но в любом случае по распоряжению наш район попал в эту программу. То есть мы можем участвовать в этой программе. Да, но это... Касумкент расположена на уровне 600 метров, правильно? Выше 500 метров попадает в это. Это зона такая, в горной зоне. Здесь... Понятно, но Нет, не вот попадает, вопрос другой. Если открыто. Ну, у нас животноводство выше 500 метров в основном, так же? Да. ЛПХ немало у нас, больше даже, выше. Сельхозтоваропроизводители у нас тоже есть. И растениеводство есть, ну, допустим, если говорить, да? Ну да. Благодатный край, очень много, значит, фруктов, и наверняка нужны какие-то логистические центры хранения продукции. Вот обращаю внимание тоже. Холодильные это, цеха. Да, холодильные цеха, значит, приобретение вот этих строений, да, и даже возведение зданий, капитальные сооружения, они тоже попадают. Но только именно в горной местности. Министерство экономики проводился мониторинг или анализ, когда в течение последних 5 лет какой район в Дагестане, по всем районам, сколько получали субсидий или других поддержек по линии сельхоза, предпринимательства или через, как его, Минэкономики. Я к чему говорю? Если такие районы есть, аутсайдеры, чтобы непосредственно, точно в этих районах проводить. Я понимаю, что конкурс провести это орган коллегиальный, но все-таки некоторые районы, особенно горные, они мало получают всяких дотаций, субсидий. Бахтинского района подойдет, я скажу, извините, в Бахтинском уже очень много получено субсидий. Нет, у нас нет такого Дело в том, отбора. что я говорю,
если не Ахтынский район, пусть будет Кузьминский район, или Агульский район, какой вот Тульский. Вот если они окажутся аутсайдерами, непосредственно в этом районе проводить конкурс и станут с этими людьми, которые являются предпринимателями. Вот товарищ говорит, что он отвозил сколько-то Предпринимателей на гранты. Никто не получил. На грантовую поддержку в прошлые годы просто агентство не получило. Вы знаете, как там с этой реорганизацией и финансирования не было. И, по-моему, с этим связано было, что не получили. Провели конкурс, а не смогли раздать деньги. Да? Да, провели конкурс, не смогли раздать. Светлана Пожалуйста. да, в его вопросе есть большое рациональное зерно, потому что в свое время я проводил этот мониторинг, и когда Муху Алиев был президентом, у меня состоялся с ним такой разговор, от которого меня он пригрозил выкинуть вместе с Минэкономики в Каспийское море. Я сказал ему тогда, Южный Дагестан обделен от всех остальной части Дагестана в оказании государственной. Но я одну причину тогда еще выявил, почему Южный Дагестан не идут ни кредиты, ни гранты, ни ничего. Это законопослушный народ, просто не нахальный, не наглый, не перепрыгивает, не идут как танки вперед, боятся грязи. Поэтому, а вообще надо сейчас, учитывая, что в правовом поле мы постепенно туда заходим, население Южного Дагестана должны свои права и свои интересы защищать именно честным участием в этих конкурсах. Первое. Второе, то, что вы говорите, проводите эти конкурсы внутри районов, выставите оттуда уже готовые документы, готовых этих для участия. Отвез туда и ничего не получил. Не один год, а несколько. Нет, я говорю, это знаете. Вот это определенную сумму выделить для таких-то районов аутсайдеров, которые меньше получили. И в этих районах провести. Тут ничего незаконного нет. Да, часть сумма остается для других районов, которые лидеры, они больше получают. Квотировать. Почему они больше получают? Квотировать имеете в виду? Да, это лоббирование, это положительное лоббирование, не просто так. Вот по этой программе даже квотирование не требуется, потому что не ограничивается число участников, не ограничивается. Чем больше Юждар даст, тем больше они получат. Пожалуйста, агентство и за Министерство сельского хозяйства отвечать не можем. Это другой мир. Министерство экономики должно давать анализ всему, всей экономике. Правильно. Правильно. У нас есть эти сведения по всем предпринимателям, кто что получает. Правильно. Значит, да. Что сделал, кто сколько получил грантов, какой район. Но это не повлияет на то, что сколько от вашего района придут предприниматели к нам за поддержкой. Это никак не может повлиять. Да. Ну, очень просто. Если вы, значит, еще раз давайте возвратимся, что мы подготавливаем документы, передаем на, значит, конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия рассматривает. Если, допустим, равные условия, то там заявка, тот, кто подал первым, тот, кто первым подал, значит, тот в приоритете. При равных условиях, кто подал первым, а у нас это будет вести специальный журнал учета, и в этом журнале, значит, все заявки, значит, по времени, по дате будут прописаны. Представитель Ахтынского района как раз вопрос коснулся. Мы участвовали несколько лет назад, 5-6 лет назад, КФХ у нас был, и как раз Министерство сельского хозяйства выделяло как раз нам помощь на развитие фермерского хозяйства. Естественно, мы, когда участвовали в конкурсе, там приезжали со всех районов. Вот тут почему вот говорится, да, вот отдельно по районам этот вопрос стоял, да, вот у меня такой вопрос, через МФЦ мы сдаем документы, подаем, да, на участников конкурса. Это очень хорошо, это облегчит нам. Опять-таки, там назначаются дни по проведению конкурса.
мы должны со всех районов участники поезжать туда. Что раньше, когда агентство по предпринимательству значит, проводило эти конкурсы на выделение грантов, там до 300 тысяч было в один момент рублей, непосредственно предприниматели приглашались на собеседование. То есть, я вам про это уже сказала. да, если, значит, подразумевается вопрос, что нужно ли в данном случае предпринимателю самому приезжать на этот конкурс, или рассматриваются только предоставленные документы. Рассматриваются только предоставленные документы, еще раз повторюсь, и, значит, каждый предприниматель, который представил документы, получает уведомление о том, что его документы приняты, да, и, значит, в журнале регистрации номер, и об этом тоже будет уведомлен. Причина отказа пишет. Обязательно причина в случаях отказа, как при любом субсидировании, причины отказа четко будут расписаны. Еще вопросы? Но готовьте документы не для отказа. Да. Постараемся. Нам хочется, чтобы вы приняли участие, раз мы сегодня приехали. Ну, телефон есть? Да, оторвались от своего рабочего места, где мы тоже не можем иногда голову поднять. Но сегодня прекрасная погода, и мы рады вас видеть. Хотим видеть, чтобы вы подали эти заявки, чтобы пришли к нам. Можно, если еще один такой вопрос. У нас здесь присутствуют, я насколько знаю, предприниматели, которые в прошлом году подавали документы и получили отказ, по-моему, 3 предпринимателя по району. Я просто хотел бы уточнить, они, значит, с тем отказом, который был дан им, значит, считают ли его обоснованным, и поняли ли, значит, в этом году, в какой форме, значит, надо подавать эти документы, в чем, значит, были замечания обоснованы. Есть у нас понимание, что, значит, сейчас в этом году, если повторно обращаться, у нас документы будут правильно оформлены. А есть такие, да? Я могу ответить на вопрос. Я лично подготовил эти документы, тот отказ, который получил, нас вообще не было. Потому что они было написано, и прямо в конкурсной комиссии по здоровью сказали, вы являетесь грантополучателем, хотя там направление было совсем другое. И никто не позволил себе вот разбираться в этом, на какие эти цели получения был грант, а на какие цели вот они вот подавали субсидийные материалы. Просто отказывали. Спасибо. Еще раз хочу повторить, что со всеми материалами вы можете ознакомиться. Очень хороший Минэкономразвития сайт. На главной страничке сразу же развитие горных территорий вы нажимаете, и тут же открываются все порядки. В каждом порядке расписаны все условия и плюс, значит, расписаны, какие документы необходимо представить. Сегодня мы тоже небольшие, то есть распечатали по каждому направлению. Если кому-то не хватит, наверное, мы еще добавим. И у нас есть время, мы сразу не уезжаем. Спасибо вам, Нариман Шамсудинович, значит, за то, что вы не отвлеклись, предоставленное, значит, сегодня аудиторию. И плюс мы останемся. Вам спасибо большое. Спасибо. А вы хотите сильно остаться? Мы хотим, если вы хотите еще подойти и посмотреть отдельно по каждому направлению, если есть вопросы, то мы можем еще остаться. Понял. Я тоже хочу поблагодарить Наримана Шамсутдиновича. Он всегда такой отзывчивый, всегда такой оперативный по всем вопросам. Это вчера где-то около 3 часов решили. Сейчас вообще возможности, суета такая большая и здесь, и в Махачкале. Где-то в 3 часа днем решили, и за это короткое время смогли организовать эту встречу. Я думаю, еще средства массовой информации здесь очень хорошо распространить эту информацию, доведут до населения. Я хочу еще раз поблагодарить Наримана Шамсутдиновича за такую оперативность и заботливое отношение к своему населению. Спасибо. Спасибо. Несколько слов я скажу, и потом в такой неформальной обстановке
вы совместно с Министерством экономики и территориального развития проработаете дальше вопросы. Конечно, я очень благодарен, потому что приехали к нам в район. Спасибо, несмотря на занятость, несмотря на пандемию, несмотря на ситуацию напряжения в работе, сейчас практически приближаемся к концу года. У Министерства экономики и территориального развития практически, насколько я знаю, нет свободного такого времени, подводятся итоги развития Республики Дагестан. И в это время, выбрать время и приехать к нам в район, это для нас большой оптимизм. Объяснять нашим предпринимателям, какие есть условия, что они могут помочь, чем могут помочь государство. И я думаю, заинтересованность у наших предпринимателей есть, у наших сельхозтоваропроизводителей есть, за что вам огромное спасибо. Приехали здесь и с различных районов Южного Дагестана. Обеспокоенность представителей, вам огромное спасибо. Спасибо вашим главам, что направили вас. Обеспокоенность от многих наших друзей по отношению к Южному Дагестану, честно говоря, я открытый разговор, могу сказать, это обоснованно. Но ситуация сейчас поменялась. Вы видите, и по Ахтынскому району строится огромное количество объектов, и по нашему району. То, что не сделано за последние 30 лет, сделано за последние 3 года. Благодаря поддержке Васильева Владимира Абдулевича. Ситуация поменялась, ситуация кардинально поменялась. И, конечно, мы будем работать в этом направлении, будем дальше развиваться. Надеюсь, Министерство и ведомство Республики Дагестан учтут наши пожелания, пожелания наших муниципалитетов Южного Дагестана, потому что здесь нужно оказывать поддержку, здесь нужно поощрять, стимулировать. Мы это, открыто говоря, мы это чувствуем, мы это чувствовали ранее, даже при распределении налогового потенциала, даже при распределении дотационных средств. Даже при участии в республиканской инвестиционной программе, я вам честно скажу, мы всегда чувствовали ущемление. За 30 лет у нас построена всего лишь одна школа. Только с приходом Васильева завершили институтскую школу и так далее, и так далее. Это было, реально было. То же самое по Ахтынскому району, насколько я знаю, как распределяются средства. И здесь, я не знаю, но негласно какое-то квотирование должно быть в этих программах. Мы в Дагестан, мы многонациональная республика. Но это неправильно, когда определенные районы получают какую-то поддержку, а другие районы вообще не получают. Я думаю, ситуация изменилась. Мы это видим. И поэтому я предлагаю, и мы на территории района так организуем, нам надо вот этот наш консультативный орган, чтобы он работал, объяснял, разъяснял. Отдельно подготовьте передачу по каждой программе. Все эти разработки вам дадут, вы это доведите до населения, до предпринимателей, доведите до глав сельских поселений. Прямо вот эти повесите даже на территориях сельских поселений, где люди получают справку. Я думаю, у кого 2 гектара, 3 гектара или гектар земли, который занимается производством овощей и фруктов и косить сено, купить мотоблок, который стоит 100 тысяч рублей, и 50 тысяч он если получит государство, это большая поддержка для, вот как Шахмадан Степанович говорит. Но ситуация поменялась. Вы представляете, Министерство экономики и территориального развития совместно с общественными организациями намерено рассмотреть эти вопросы. Шахмадан Ситикович, доктор наук, чистоплотный, честный, ученый человек, работал и в органах власти, и ученый. Поэтому, я думаю, здесь то, что органы исполнительной власти с общественниками приехали, послушали нас с вами на местах, это большое благо для нас. Это, во-первых, доверие к нам, доверие к органам местного самоуправления, доверие к нашим предпринимателям. То есть государство хочет оказать и оказывать всевозможную помощь. Я понимаю, но нам тоже надо научиться работать честно, чисто, становиться на учет, платить налоги. Я думаю, налоги небольшие. Сейчас в связи с пандемией многие облегчения есть в этой сфере. Нам надо работать, нам надо научиться работать в современных условиях, составлять документы, проектную документацию. Конечно, без этого нет. Мы хотим жить как в Европе, а мыслим как в Афганистане. Так тоже нельзя, уважаемые друзья. Давайте совместно, мы будем помогать, я думаю, администрация всех районов и Южного Дагестана оказывают содействие предпринимателям, хотят для каждой администрации благо, хоть один человек трудоустроен будет, хоть одна семья живет в благополучии, для нас, для любого руководителя это большое благо. Мы видим проблемы нашего населения, проблем немало.
Поэтому здесь и предложение было по поводу инфраструктуры. Просил бы Светлану Юрьевну довести, может быть, какие-то изменения постановления, чтобы развивать бизнес, развивать экономику, развивать промышленность. Конечно, без логистики, без инженерной инфраструктуры, без дорог, без света, без газа тяжело. Если бы это бы организовали, внесли бы какие-нибудь изменения, было бы неплохо. Я думаю, вот это именно наша встреча, такой диалог власти с населением, позволит вот эти проблемные участки, вы еще будет у вас возможность переговорить, довести до руководства республики. Это первый год, программа будет расширяться, развиваться. Все ваши предложения на местах, они уверен, что министерство учтет, потому что Министерство экономики и территориального развития новая команда, новые люди, с новым мышлением. И в правительстве у нас очень много изменений. Поэтому от нас с вами, от инициативы на местах многое зависит. Давайте, уважаемые друзья, не будем стесняться, будем ставить вопросы перед администрациями районов, и мы, соответственно, перед руководством республики. И еще одна просьба нашим средствам массовой информации осветить, еще раз говорю, и эту сегодняшнюю встречу, и, если нужно, разослать по районам, и соцсети тоже использовать, довести до каждого, до каждого представителя личного подсобного хозяйства, ПФХ, вот эти буклеты. Очень просил бы вас. Ну, в общем, у меня все. Я еще раз хочу выразить вам огромную благодарность, несмотря на занятость, совместно с Жигулем Стиповичем, с общественниками приехали. Я еще раз подчеркиваю, для нас это большой стимул и оптимизм. Уверен, что наше население, наши люди, и не только представители нашего района будут участвовать в этой программе, получат какую-то помощь от государства. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.